Здравствуйте, это программа «Серьезный разговор». Сегодня в нашей студии начальник управления образования мэрии города Череповца Наталья Стрижова. Наталья Владиславовна, добрый вечер. Добрый вечер. Середина июля – самое время подвести итоги прошедшего учебного года, поговорить о наступающем. Ну и начнем мы, наверное, с итогов экзаменационной кампании. В СМИ, в федеральных СМИ писали о том, что в этом году более слабые результаты показали выпускники школ на ЕГЭ. Что происходит у нас в Череповце? Да, действительно, завершился учебный год, и основной этап единого государственного экзамена, который проходил с 26 мая по 19 июня. Сегодня действительно можно говорить о некоторых итогах, потому что общие итоги подведены на уровне области. По муниципалитетам, я имею в виду в процентном соотношении, региональный оператор нам позднее предоставит эту информацию. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что область, когда подводились итоги и при председателе ГЭК, заместителю губернатора, было отмечено, что средний балл по основным предметам, по математике, русскому языку, он в области выше, наоборот, чем в предыдущие годы. И количество не справившихся, то есть не прошедших минимальное пороговое значение по обязательным предметам, русскому языку и математике, оно тоже меньше, чем в прошлом году. Поэтому, наверное, в отличие от данных федеральных СМИ, мы можем говорить о том, что на уровне области единый государственный экзамен прошел организованно и прошел достаточно на хорошем уровне. Конечно, если речь вести о средних показателях, средних баллах по предметам по выбору и по количеству не справившихся детей, то здесь действительно тенденция такова, что по ряду предметов, в частности физика, химия, обществознание, история, и средние баллы, и количество не справившихся чуть больше, чем в прошлом году. А с чем это связано? Это связано, может быть, с несколькими причинами. Дети, конечно, выбирая предметы по выбору, они ориентируются на определенное направление, специальность, направление подготовки и выбирают те профильные предметы, которые будут востребованы при поступлении. Но, с другой стороны, если у кого-то есть неопределенность, например, он не точно знает, что он идет на техническое направление или, наоборот, на гуманитарное, они выбирают, страхуются, выбирают дополнительные предметы вместе, например, с историей, обществознанием, они выбирают химию, информатику, физику. И отсюда, наверное, все понятно, что если ребенок делал в течение года больше акцент на предметы профильные, эти предметы выбраны как дополнительные, поэтому не исключена возможность, что по данным предметам будет результат несколько ниже и хуже, чем запланировано. С другой стороны, мы сами рекомендовали ребятам выбирать больший спектр предметов для того, чтобы у них была большая возможность для определения, для перспектив определения, для выбора вузов или СУЗов, куда они могут поступить. Хорошо, ну а вот что предпочитали в этом году сдавать выпускники школ? То есть обычно вот как-то из года в год меняется эта картина и удивляют иногда, да, сотрудников управления образования. Ну, в этом году ситуация с точки зрения предметов по выбору, она изменилась мало, как в области, так и в городе. Она повторила тенденцию прошлого года. На первой позиции среди предметов по выбору, я не беру обязательные предметы, русский и математика, стоит обществознание, затем идет физика, биология, история. Но радует что, каковы тенденции, что с каждым годом увеличивается количество детей, которые выбирают предметы именно технического направления. То есть, наконец, у нас, очевидно, будут в ближайшее время востребованные специальности, направления подготовки инженерной и технической направленности, потому что физику, например, в городе Череповце сдавало 585 человек, это хорошая цифра. Но по-прежнему обществознание более 900 человек сдавало, значит, выбираются, конечно, предметы гуманитарного профиля, гуманитарной направленности. Поэтому вот тенденции прошлого года в этом году повторились. То есть можно ли сказать, что выпускники уже не просто задумываются, а какую получить, куда поступить, да, а потом куда устроиться на работу, где они будут востребованы? Думаю, что да. Конечно, на сегодняшний день ведь и в городе, и на уровне области ведется достаточно большая информационная работа с точки зрения именно профориентации детей, потому что необходимо выбрать не просто специальность, скажем так, ну, популярную, скажем так, а именно думать о том, насколько будут востребованы в будущем, насколько я найду свое место на рынке труда в городе, в области, ну, возможно, на территории России в целом. Поэтому, конечно, выпускники думают об этом. Ну, вот хотелось бы несколько вопросов задать по поводу вообще самого прохождения ЕГЭ. Очень много шума наделали вот нововведения, когда говорили там о металлоискателе и будут выгонять, в общем-то, в строгом таком порядке. Как проходило в этом плане проведение экзаменов? Как было?
Мне кажется, благодаря огромной информационной работе, просвещению всех категорий, то есть и детей, и родителей, и общественных наблюдателей, и педагогов, у нас практически в области серьезных нарушений не было. Если говорить о Череповце, у нас было только одно удаление с экзамена в связи с нарушением порядка проведения единого государственного экзамена за использование мобильного телефона. И, конечно, решением ГЭК было принято решение аннулировать данные результаты, и в этом году данная выпускница, конечно, не имела возможности повторно пересдать, то есть она будет сдавать этот экзамен на следующий год, то есть она осталась без аттестата. В целом на уровне области было 3 таких нарушения, поэтому говорить о каких-то серьезных нарушениях нельзя, наоборот, кампания прошла очень организованно, без серьезных нарушений. То есть родители и наблюдатели с пониманием отнеслись вот к таким мерам жестким? Да, конечно, конечно. А вот в качестве наблюдателей в этом году кто были? В качестве наблюдателей у нас, конечно, были большей частью это родители не нынешних выпускников, а родители выпускников будущих или детей, которые обучаются, допустим, в основной школе, но в ближайшее время у которых дети будут сдавать. Они хотели увидеть изнутри этот процесс, чтобы, наверное, и самим быть готовыми, и детей готовить. Но в качестве общественных наблюдателей были также представители и структур, я имею в виду власти, исполнительной, и законодательной. То есть были у нас в числе наблюдателей и депутаты городской думы, были представители структурных подразделений мэрии, ну и, конечно, общественных организаций. А есть ли выпускники 9-11 классов, которые в этом году по каким-либо причинам не получат аттестаты? Если можно, вот эти причины озвучить. Да, конечно, такие выпускники, к сожалению, есть ежегодно. Причин здесь несколько, но я думаю, что буду в большей степени акцент сейчас делать на выпускниках 11 классов. По каким причинам и какие категории выпускников не получат аттестатов? Во-первых, 4 человека из выпускников 11 классов не были вообще допущены к государственной итоговой аттестации, так как они имели неудовлетворительные отметки по ряду предметов. Хотя бы по одному они уже не имеем права мы их допускать. Кроме того, 2 человека, к сожалению, не преодолели минимальное пороговое значение по 2 предметам, это русский и математика, соответственно, конечно, мы не можем им выдать документ. 10 человек не преодолели пороговое значение по математике, то есть им дано было право пересдать повторно, так как у них 1 предмет, они имели неудовлетворительную отметку и пересдавали в целом 38 человек, но 10 вот не справились с этой процедурой. Ну, как я уже сказала, 1 человек был удален с экзамена, то есть общее количество 17 человек, которые не получат аттестатов, но я не включаю сюда еще учащихся, которые были прикреплены к нам из средних профессиональных образовательных учреждений и экстернат, которые просто не пришли, заявились на экзамен, но не пришли. То есть в целом не получат аттестат из выпускников 11 классов 17 человек. Но сразу хочу сказать, что эта цифра значительно меньше, чем в прошлом году. В прошлом году их было 55. И что предстоит вот этим выпускникам? То есть они год должны будут ждать повторно? Эти выпускники могут сейчас, естественно, они могут трудоустроиться, они, возможно, могут проходить обучение на каких-то курсах повышения квалификации. То есть это не значит, что они просто должны сидеть и ждать. Нет, конечно, во-первых, нужно готовиться к итоговой аттестации, потому что год – это большой промежуток времени, и чтобы не утратить те знания, которые уже имелись, и наоборот наверстать то, что упущено, в следующем году они должны заявить в свою же школу, подать заявление на прохождение государственной итоговой аттестации для того, чтобы они вместе с 11-классниками, выпускниками уже следующего года прошли аттестацию и получили аттестат, документ государственного образца. Вот мы говорили о том, что выбирали, да, какие необязательные экзамены выбирали студенты, то есть выпускники школ, и которым предстоит стать студентами. Но можно ли сегодня уже сказать, вот куда намерены поступать выпускники? Я знаю, что информацию такую собирают школы, да, вот пожелания какие-то, вот если в целом по городу? Если в целом по городу, выпускники 9 классов, конечно, мы мониторинг проводим до окончания учебного года практически ежемесячно, и по предварительным данным, я сразу говорю, что это прогнозные данные, у детей могут иногда поменяться взгляды, скажем так, на дальнейший свой путь, но порядка 53% девятиклассников, они идут в среднюю школу, они идут в 10 класс, подают заявление, сейчас как раз у нас 1 июля шел процесс зачисления
зачисления, идет процесс зачисления в 10 классы, где-то 47% они планируют продолжить свое обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях. В основном это учреждения города, то есть лесомеханических техникум, металлургический колледж, ну, в общем-то, все наши средние профессиональные образовательные учреждения. 11 классы, ну, на сегодняшний день порядка 90% показывает, что они хотят обучаться в высших учебных заведениях. Эта цифра, понятно, что изменится по факту, то есть кто-то действительно поступит, найдет свое место в рейтинге в процессе поступления и будет обеспечено либо бюджетное место, либо в рамках небюджетной деятельности вуза он поступит на места уже дополнительные. 90%, повторяю, примерно, собирается в высшее учебное заведение. Из них где-то порядка 57% предполагает поступить в высшее учебное заведение города Череповца. Около 20% в Санкт-Петербург, порядка 7% в Москву, ну и 15% вот из этих 90, я имею в виду, 90-95, они планируют поехать для поступления в другие города, Ярославль, Архангель в частности, и еще близлежащие. Поэтому уже окончательные цифры, понятно, что будут ясны по итогам проведения вступительных испытаний и зачисления в вузы. А планируется, если у нас вот такое целевое обучение, да, то есть если мы вспомним еще советские времена, да, то есть выпускник обязан будет вернуться в город и принести свои знания к нам. На сегодняшний день вот официально, я имею в виду, нигде не закреплено, что выпускник обязательно должен вернуться в то образовательное учреждение, в тот город, в ту территорию или сельское поселение, откуда он, скажем так, приехал. Но вместе с тем есть целевые направления, в частности, в этом году департамент здравоохранения и, в частности, город работали особенно по проблеме обеспечения медицинскими кадрами наших учреждений здравоохранения. На уровне департамента 337 таких направлений выдано, из Череповца 95 направлений. Ряду учащихся мы выдавали направления на педагогические специальности, но целевое обучение, оно в договоре все прописано, обязанности. Где-то, если это идет с выплаты стипендий, то понятно, что человек должен вернуться в ту территорию, откуда был направлен. Если это просто оговорка каких-то определенных условий, не завязана на финансы, там ситуация несколько иная. Но, тем не менее, целевой набор существует. И у целевиков свой конкурс. То есть понятно, что они должны обязательно предъявить результаты по определенным предметам и профильным предметам, но рейтинг выстраивается именно среди целевой группы. Возвращаются. Возвращаются. Хорошо, ну давайте перейдем. Ну, в принципе, да, наверное, естественный отбор такой происходит, и это все нормально, надо воспринимать. Хорошо, давайте поговорим о зачислениях в школу. С 1 июля в этом году пошла вторая волна зачислений в школу. Вот вы уже говорили об этом. Почему на месяц раньше в этом году? Да, это действительно так. С 1 марта до 30 июня мы принимали всех детей в первый класс, в частности, исходя из места регистрации по месту проживания или по месту пребывания. Но позднее, в соответствии с законом об образовании и с приказом Министерства образования, который утвердил новый порядок приема в общеобразовательные учреждения или в учреждения, реализующие программы начального, основного и среднего образования, где прописано, что прием именно на свободные, на вакантные места, на незакрепленную территорию начинается не с 1 августа, а с 1 июля. Поэтому на сегодняшний день, действительно, с 1 июля в те наши школы, где были вакантные места, вся информация размещена на сайтах образовательных учреждений, у нас идет набор, то есть руководитель или администрация школы вправе отказать родителю только в том случае, если вакантных мест нет. Это основная причина отказа. А так, пожалуйста, теперь уже независимо от места регистрации, от места проживания, любой родитель может обратиться в ту школу, где есть вакантное место. Наверное, уже вовсю идет подготовка к новому учебному году. Я думаю, что это, наверное, начинается, когда предыдущий учебный год заканчивается. Но, тем не менее, вот по поводу ремонтов. Насколько я знаю, чуть более 40 миллионов рублей предстоит освоить на ремонты школ. Вот куда в первую очередь будут направлены эти деньги? Ну да, действительно, сейчас начался процесс интенсивной подготовки к началу учебного года. И с 15 июля поэтапно по графику уже начнется приемка образовательных учреждений, это включая и школы, и детские сады, ну то есть все учреждения, которые есть в нашей системе.
Все средства, которые предполагается выделить на текущие ремонты, у нас заложены в ведомственную программу укрепления материально-технической базы. Это действительно чуть более 41 миллиона. В этой программе есть раздел «Текущие ремонты». На финансирование данного раздела выделено порядка 22 миллионов. Это стандартные, скажем так, работы по предписаниям наших контролирующих организаций. Это текущие ремонты кровли, там, где аварийная ситуация, не капитальная, а именно текущие ремонты. Это замена оконных блоков по предписаниям, это замена линолеума, ремонт полов, это сантехнические работы, электромонтажные работы. То есть это действительно большой объем работ, но он идет вот очаговый, повторяю, в каждом учреждении свой объем работы, исходя из тех предписаний контролирующих органов, которые были выданы. Кроме того, в этой программе заложено порядка 2 миллионов 100 тысяч на оборудование. В основном это оборудование, вышедшее из строя в пищеблоках и школы, детских садов. И кроме того, чуть более 17 миллионов выделено на реконструкцию детского сада на Беляева, опять это в рамках текущих ремонтов. И плюс 4 группы, которые ранее использовались не по прямому назначению в дошкольных образовательных учреждениях. Там тоже будет проведен косметический ремонт, закуплена мебель, все, что необходимо для функционирования, для того, чтобы постепенно решать проблему с обеспечением дошкольными образовательными учреждениями наших детей. Кстати, по поводу дошкольных учреждений, да, буквально минута у нас остается до конца эфира. Не могу не спросить вопрос, да, вот все равно вот такой излюбленный, из программы в программу. Появятся дополнительные места в этом году? Да, конечно, появится. И в рамках стратегии города это определена одна из генеральных задач решения проблемы с обеспечением местами в дошкольных учреждениях. Вы знаете, что ведется строительство нового детского сада номер 27 в 115 микрорайоне на 420 мест. Предполагается к концу года, 2014 года, завершить реконструкцию 2 детских садов на Бардина и Гагарина. Кроме того, как я уже сказала, 4 группы функционирующих, плюс планируем открыть порядка на 115 мест группы кратковременного пребывания. И все эти мероприятия точно так же прописаны и запланированы и в 2015, и в 2016 году для решения проблемы, которые я обозначила. Ну что ж, время наше подошло к концу. Большое спасибо, Наталья Владиславовна, что пришли к нам, ответили на большое количество вопросов. Напоминаю вам, что сегодня в нашей студии была начальник управления образования мэрии города Череповца Наталья Стрижова. Прощаюсь с вами, уважаемые зрители, до следующей среды. Всего самого доброго, до встречи.